Наверное, еще до первого курса консерватории у меня все время были сомнения, буду ли я профессионально этим заниматься. Это было впервые, что зазвучала крымско-татарская музыка именно вот в таком виде, то есть в таком составе, в такой форме, так если можно выразиться. И показалось, что это интересно и, наверное, перспективно. Достаточно долго мы даже ездили в Германию, в Хайдельберг. Там выступали квартетом. В Стамбуле мы выступали. Это помогло как бы глубже узнать свою музыку, фольклор национальный, научиться играть без нот. Мы, к сожалению, музыканты, получившие академическое образование, у них одна проблема. Мы все хорошо играем по нотам, но плохо играем без нот. И вот это очень помогает. Когда ты играешь на слух, учишься этому, у тебя немножко меняется мировоззрение музыкантское внутреннее. Мне кажется, что надо любые способы использовать для того, чтобы пропагандировать нашу культуру, нашу музыку. И это один из способов. На самом деле, чем больше будет разных векторов, тем, я думаю, больше будет результат.